Российский журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк рассказал о том, как судят украинцев в России. Наумлюк дал в Киеве конференцию на тему «Судилище над пленниками Кремля глазами российского журналиста». Наши корреспонденты пообщались с ним и поинтересовались, как он видит проблему политзаключенных. Это вот, например, же Мерьем Куку, жена одного из заключенных по делу Хизбут Тахрир. Они приехали специально из-под Ялты для того, чтобы поучаствовать в заседании Крымской солидарности. Это последние кадры, которые Антон Наумлюк снял в сентябре этого года в оккупированном Крыму. Российский журналист – частый гость на судах по делам украинских политзаключенных. Задержать могут по совершенно разным причинам. Большая часть людей, насколько я понимаю, задержаны из-за слежки и дел, которые возбуждалось еще СБУ. Антон Наумлюк – корреспондент «Радио Свобода», аккредитованный в российском МИДе. Журналист беспрепятственно работает на российских судах. Понятно, что слежка, прослушка – это, в общем, такая обычная история для вообще журналиста, освещающего политические процессы. Официально ничего сделать нельзя. Невозможно заставить уехать. Да? Если Россия заявляет, что это ее территория, то куда она выгонит человека с российским паспортом? Да? Выгонять его некуда. Поэтому вот каких-то сложностей личных их не было. Антон считает, что работы у него будет достаточно, так как репрессии против несогласных в России только усиливаются. Разумеется, конечно. Это дела, которые будут еще тянуться долго. А если это дела Хизбут Тахрир, то они вообще могут продолжаться сколько угодно. Среди самых громких дел, которые освещает корреспондент «Радио Свобода», так называемое «Дело 26 февраля», уголовное производство в отношении крымских татар, которые с приходом России стали террористами, и судилище над заместителем председателя Меджлиса Ильмой Умеровым. Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Заман, АТР.